Бека. Бека. Birinci tatamiga chaqirilar. Janibek qizi Sabrina, Janibek Borqosheva Ayperi. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Возобновляется республиканский чемпионат по дзюдо. И сейчас на татами выходит следующая пара. В третьем раунде весовой категории до 73 килограммов Ишен Аманов против Юнуса Хусейнова. Вот-вот эта встреча начнется. На соседнем татами тоже пройдет встреча. Ну и вот мы в ожидании начала этого поединка. Напомню, Ишен Аманов, представляющий РУОР, и его соперник Юнус Хусейнов. Genişledikçe Amanov. İkinci tatamiga chaqirilar. Janibek Ruslan, Jana Ubaydullah Ulu Shayburbek. Dayadana Ganiyev, Jana Turuzbekov. Весовая категория 63 килограмма. Сейчас на татами Жанибек кызы и Буркошева встречаются в весовой категории до 63 килограммов. Ну вот победительница этого матча будет бороться в полуфинальном поединке с Аселем Мусабековой. Кто из этих участниц окажется сильнее, напомню, выйдет в полуфинал. Жанибек кызы, Сабира Жанибек кызы, она в белом дзюдогу. Ну и, соответственно, ее соперница Буркошева Айпери в синем дзюдогу. Основное время длится 4 минуты. Если за это время соперники не выявят победителя, начнется так называемый Golden Score. Это дополнительное время, в котором и определится победитель. Там уже может быть и до первой ошибки, и до первого точного результативного броска. Ну и первое же шидо, в общем, может решить исход поединка. Но пока что предупреждения девушки не получали. Вот Буркошева, кажется, да, получила шидо. И Жанибек кызы сейчас заработала в азаре за 2 минуты до конца этого поединка. Ну вот осталось ей немного дотерпеть до конца. Правда, за эти 2 минуты она может и пропустить бросок от соперницы. Будущая соперница для Жанибек кызы или Буркошевой может стать Асель Мусабекова, которая в другом четвертьфинальном поединке выиграла у Аджар Исаевой и вышла в полуфинал, соответственно. И еще в одном полуфинале в этой же весовой категории должны встретиться Мирим Момунова и Диана Насырова. Многим любителям дзюдо Мирим Момунова знакома и известна как одна из лучших дзюдоисток нашей страны.
И будет неудивительно, если Белин пробьется в финал. Но в любом случае, этот вид спорта является непредсказуемым. И победить может любой участник или участница этих соревнований. Вот пока что одно в Азаре заработала Сабира Джаныбек-кызы. Но Боркошева пытается спасти этот поединок. У нее имеется шидо. Вот еще одна попытка. Уже в партере Джаныбек-кызы довести этот поединок до победы. Вот она оказалась сверху, пыталась провести удушающий прием, но не удалось. Вот буквально минута осталась до конца этого поединка. Параллельно также проходит встреча мужчин в другой весовой категории. Ну, пока до конца остается минута этой схватки. Огромный интерес вызывает этот турнир. Много зрителей, много желающих посмотреть турнир от самого начала до самого конца. И трибуны не пустуют, к счастью. Но вот финальным поединком будет еще больше зрителей. И боюсь, что мест на трибунах не хватит. 40 секунд до конца поединка. Да, будет очень сложно Боркошевой. Она, конечно, старается, но под конец этого поединка сил остается все меньше у участниц. Ну и вот за оставшиеся секунды надо провести результативный бросок. Поправляют сейчас пояса участницы дзюдоги. В традициях японского дзюдо обязательно опрятный вид участницы. Ну вот да, побеждает в этом поединке Джаныбек-кызы. Будем переходить к следующей паре. Давайте посмотрим результативный бросок Сабиры Джаныбек-кызы, за счет чего она и сумела одержать победу. Ну и следует ее, конечно, поздравить с выходом в полуфинал. Там она встретится с Асель Мусабековой. Весовая категория до 60 килограммов. В этом поединке встречаются Бигбо Апышев и его соперник Алабек Улу. Алабек Улу Долот. Ну вот он сейчас пытается провести бросок. Основное время, напомню, длится 4 минуты. Попытка удержать соперника, называемая Сайкоми. И что ж, какое решение примет судьи? Нет, встреча продолжается. Не удалось заработать в Азаре в этом эпизоде Апышеву Бигбо, представляющий Сдюшор. Он в синем дзюдогу, ну и, соответственно, его соперник Долот Алабек Улу в белом дзюдоге. Поднимает рефери на татами двух борцов в стойку. Продолжается эта схватка. Хорошая попытка зацепа, но провести бросок не удалось в данном случае Бигбо Апышеву.
бросок. Вот за этот бросок должен дать результативную оценку главный судья. Нет, не дается. Но, как правило, не во всех очевидных ситуациях могут дать оценку. В данном случае не получилось, кажется, да, в азаре заработать. По правилам в азаре оценивается в том случае, если борец гоняет соперника на бок. Ну а если на полную спину, это будет иппон, самая высшая оценка в дзюдо. Апышев получил повреждение. Да, похоже, этот поединок рискует завершиться уже сейчас, досрочно. До конца 2 минуты. Апышев получил травму плеча и, похоже, не сможет продолжить эту схватку. Поддерживают его болельщики аплодисментами. Ну и, соответственно, победу в этой схватке одержал Талабек Улу Дулот, который выиграл соперника техническим броском. Но вы понимаете, что в таком состоянии Апышев не сможет продолжить эту схватку. В этой же весовой категории выходят следующие соперники. Самбай Улу, Бекназар против Артура Апышева, который тоже, кстати, представляет Дюшор. Ну, Артур является родным братом Бекбо Апышева, который получил травму. И сейчас он постарается, в отличие от своего родственника, пройти дальше в следующую стадию. Но будет, конечно, сложно в этом поединке, потому что у него соперник очень серьезный. На этой стадии слабых участников быть не может. Итак, Артур Апышев против Санбай Улу в весовой категории до 60 килограммов. Санбай Улу в первом раунде выиграл у Забура Токоева. Во втором раунде он одержал победу над Тентимишевым. Прошел дальше в следующую стадию и встретился с Шакировым, Джусупом Шакировым, которого тоже выиграл Санбай Улу. И прямо сейчас он встречается с Артуром Апышевым. Тот тоже прошел тяжелый, сложный путь до этого поединка, пройдя первую стадию, выиграв у Кадырбека Бахтыбека. Во втором раунде Артур одержал победу над Олегом Петровичем. Ну и в третьем раунде выиграл у Асхата Нарбаева. Матчи плей-офф самые ответственные и, конечно, самые интересные. Но вот пока соперники только изучают друг друга. Апышев в белом дзюдогу. Его соперник Санбай Улу в синем дзюдогу. Ну, пока оба борются в стойке. И ни один из них пока не решается на результативный бросок. Но делаются попытки для этого. Артур Апышев, тоже, как и свой родной брат, представляет Дюшор. Очень жаль, что Бекбо Апышев выбыл из этого турнира, получив травму. Не случись этого, возможно, Апышев поборолся бы с Талабеком за выход в следующую стадию и, вероятно, выиграл бы. Но за него это постарается сделать Артур. Вот пока Шидо получает Апышев.
за пассивность в борьбе. 2 минуты до конца этого поединка. Снова в стойку поднимает их рефери на татами. Сагынбай Улу в синем дзюдогу. Да, не просто. Надо найти возможность и время для того, чтобы сделать бросок. Необходим точечный тайминг, как принято говорить в этом виде спорта, для того, чтобы совершить бросок. Но вот оба пока что не решают. Сагынбай Улу, Сагынбек Улу, я извиняюсь, в белом дзюдогу, соответственно, Артур Апушев в синем. Ну вот пока никто из участников этой схватки не сумел пока что открыть счет в поединке, заработать в азаре или иппон. Ну, все вы знаете, что иппон самая высшая оценка. Для того, чтобы его заработать, нужно очень убедительно бросить соперника на полную спину. Ну и также есть удушающие и силовые приемы, которые могут предрешить исход поединка. Остается сейчас до конца 54 секунды основного времени этого поединка. Ну вот, скорее всего, в этой встрече будет golden score. Вот поактивнее пока что Сагынбай Улу, и, соответственно, справедливо, что шидо получил именно Артур Апушев, который действовал пассивно. 31 секунда. Успеют ли соперники выявить победителя в основное время этого поединка? На соседнем татами тоже проходят встречи. И туда будем переключаться обязательно. Покажем все основные схватки соревнования. Сейчас начинаются во многих весовых категориях стадия плей-офф, решающие схватки. В некоторых весовых категориях уже определились финалисты. В скором времени уже состоится 2 полуфинала весовой категории до 63 килограммов. Ну и также на этом турнире представлены весовые категории до 73 килограммов, до 66, где очень много интересных участников, знаменитых борцов страны. Весовая категория до 52 килограммов. У девушек тоже есть на что посмотреть. И весовая категория до 57 килограммов. Там, правда, участников не очень много, и поэтому уже выявлены финалисты в этой весовой категории. Диана Хан и Зиригуль Кадырова встретятся в финале. Ну а в нашем поединке весовой категории до 60 килограммов победитель пока не выявлен. Начинается golden score. Сагынбай Баяман в белом дзюдогу. Вот он зарабатывает наконец-то в азаре в этом поединке и одерживает победу в golden score. Да, очень жаль Артура Апушева, и он, и его младший брат Бигбу Апушев не сумели пробиться в следующую стадию. Ну и вслед за этим поединком мы ждем на татами следующих участников. Ногойбаев и Эркинбеков выйдут на татами. Ну а в этом матче Сагынбай Улу Баяман держал победу.
Ну и, соответственно, в полуфинале он встретится с Болотом Талайбек-Улу, который выиграл у Бигбо Апышева. Встречаем следующих участников в этой же весовой категории. Мирхат Ноғойбаев против Бексултана Эркинбекова. Четвертьфинальный поединок. И здесь ожидается очень интересная встреча. Мирхат Ноғойбаев в первом раунде выиграл Карята Сейітбекова, во втором раунде сумел пройти Кочконова Азамата. И в третьем раунде Ноғойбаев выиграл у Мангильди-Улу в упорной схватке. Сейчас встречается с Эркинбековым, который, в свою очередь, тоже нелегкий путь прошел до этой встречи. Вот пока что, вы видите, встреча в самом разгаре. Эркинбеков в первом раунде выиграл у Абдуманатова Рысбека, во втором раунде одержал победу над Асановым. И в третьем раунде он встречался с Апарбековым, который тоже удалось ему выиграть. Вот шидо получает сейчас Бексултан Эркинбеков. Он в синем дзюдоку, соответственно, его соперник в белом. Мирхат Ноғойбаев. Ну, одно шидо ничего не решает. Для победы, технической победы, необходимо 2 шидо. Хорошая попытка Бексултана Эркинбекова. Получит ли он за это техническое действие, результативное действие в Азаре, удержание? Ну, вот в Азаре он все-таки получил. А сумеет ли он выиграть Ипоном соперника? Ну, похоже, да. Ипон, победа Бексултана Эркинбекова. В Азаре, как известно, в дзюдо это полпобеды, Ипон полная победа. И для того, чтобы заработать его, нужно соперника бросить на полную спину. Да, победа Эркинбекова очень уверенная и красивая. Досрочно завершил эту встречу, не доводя дело до Golden Score. Бексултан Эркинбеков. Ждем следующих участников. Это же весовая категория. Здесь встречаются Белек Бараканов и его соперник Акылбек-Улу Осман. Тоже четвертьфинальный поединок. Победитель этой пары встретится с Бексултаном Эркинбековым во втором полуфинале. В другом полуфинале, я напомню, Талайбек-Улу поборется с Сағынбаем-Улу. И вот в этих встречах в полуфинале будет очень интересно и будет очень жарко. Давайте поглядим на этот поединок. Внимательно посмотрим, чем все закончится. Первая попытка провести бросок совершил Осман Акылбек-Улу. Но Белек Бараканов сумел на контратаке провести, в свою очередь, бросок соперника на Вазари. И вот он уже повел в счете. Но времени много. Времени много у Акылбек-Улу, чтобы восстановить счет. Но вы видите, Ипон. Чистая победа. Акылбек-Улу совершает бросок на Ипон. По всей видимости, одерживает победу. Да. Можно поздравить Османа. Он, кстати, проигрывал в Азаре. И в конце концов сумел одержать победу. Ну вот буквально за 1 минуту выигрывает он у Белека Бараканова. И в полуфинале он уже встретится с Эркинбековым. Не знаю, почему заминка. Все это принято решение.
Османа Акылбека Улу в этом поединке. Birinchi tatamiga chaqiriladi. Mo'minova Merim, Nasirova Diana. Tayyorlanadi Musadekova Asil, Janibek qizi Sabrina. Ну а сейчас на татами приглашаются Мирим Момунова и Диана Насырова. Весовая категория до 63 килограммов. Встреча начинается, но вы знаете, что Мирим Момунова в этом поединке является фавориткой. И по ожиданиям многих болельщиков должна одержать победу. Но как пройдет, мы это как раз посмотрим. Она в белом дзюдогу. И ее соперница Диана Насырова в синем дзюдогу повела в счете. Что удивительно, Диана Насырова. Времени еще очень много. В конце этого поединка, вот только 3-я минута начинается в этой схватке. Мирим Момунова. Вот хороший бросок. Мирим, ну, вот за это она должна получить иппон. Полная победа. Ну что ж, поздравляем, да. Она продемонстрировала свой высокий класс. В общем, никто и не сомневался, наверное, в ее победе. Но заставила ее немного понервничать Диана Насырова, которая заработала в Азаре уже на первых минутах. Но Момунова берет свое и проходит дальше, в следующую стадию. Она поборется в финале. И ей пару составит следующая пара, полуфинальная пара Асель Мусабекова и Жанибек Кызы. Сабрина Жанибек Кызы. Мы ее видели в первом полуфинальной схватке против Асель Мусабековой. Она одержала уверенную победу. В той схватке. Ну а сейчас ну что ж, эта схватка прошла очень быстро. Мусабекова Асель одержала победу. Неожиданно, да, очень быстро и уверенно над Сабриной Жанибек Кызы. Да, и она выходит в следующую стадию, где поборется с Мирим Момуновой. Да, очень интересно проходят поединки. Также, я напомню, в соседнем татами тоже идут встречи, разгорается турнир, все больше и больше, интереснее становится конкуренция в этих схватках. Ждем следующих участниц на татами. Калканова Айджан против Асель Абетова. Это уже утешительные поединки. Участниц, которые не сумели пробиться в решающие следующие раунды. Ну, в любом случае, они получают хороший опыт на этом турнире. Асель Абетова против Айджан Калканова. Сейчас Айджан ждет свою соперницу, но, похоже, из-за неявки участницы она может одержать победу. Кстати, нередкий случай здесь на турнире. Подобное происходит часто. Ну, многие участницы или участники не успевают прийти вовремя на татами. Нет, все-таки Асель Абетова. Выходит на татами с небольшими опозданиями. Ну, вот все-таки состоится эта встреча. Айджан Калканова против Асель Абетовой. В синем дзюдогу Айджан Калканова. Ну и, соответственно, ее оппонентка в белом дзюдогу Асель Абетова. Ну, дзюдо очень просто, конечно, для многих зрителей. Может быть, сразу не все становится ясно. Я бы хотел напомнить, что здесь в
Существует две оценки: Вазари и Иппон. Иппон — это чистая победа, если один из участников или участниц бросит соперника на полную спину. Ну а Вазари — это пол победы. Пока же в этой схватке счет не открыт. Третья минута идет этой встречи. Каждая схватка длится, как и у мужчин, и у женщин, 4 минуты. Если за основное время не выявляется победитель, то уже дополнительное Golden Score продолжают схватку участницы. Надеюсь, до этого не дойдет и в основное время все решится. Некоторые поединки получаются длинными, затянутыми, а бывают и очень зрелищные, и быстрые поединки, как это было, кстати, в предыдущей встрече. Асель Мусабекова за несколько секунд одержала победу над Джаныбек Кызы. И вот Мусабекова, соответственно, встретится с Мамуновой в финальной схватке. Утешительный поединок. Асель Абетова, Айджан Калканова. Ну и в другом поединке должна выйти Аджар Исаева. Не знаю, явится на татами ее соперница или нет. Вот пока что ее фамилия здесь у нас в графике не значится. 2 минуты до конца. 2 минуты до конца. Ну, решительных действий со стороны участниц мы пока не видим. Я вам напомню, что Калканова в синем дзюдо, вот как раз вы крупным планом видите участниц. Ну, обе девушки в стойке. Хорошая позиция для броска у Калкановой. Вот она делает болевой прием. Ну что ж, удастся, нет? Нет, похоже, не удается. И поднимают рефери на татами их снова в стойку. Продолжается встреча. 2 минуты до конца поединка. Асель Абетова в белом дзюдо. Да, выжидает момент для броска Айджан Калканова. Но пока что она более предпочтительнее выглядит в этой встрече. Это весовая категория до 63 килограммов, напомню. В этом поединке все еще не выявился победитель. Встреча утешительная. Асель Абетова, Айджан Калканова, напомню. Минута 20 секунд до конца. Да, ни одного действия технического не совершили участницы. Поэтому, наверное, многое здесь решит так называемый шидо, то есть предупреждение участниц этой схватки. Ну или же мы все-таки дождемся так называемого Golden Score. Все еще 0-0 в этой встрече. Да, безусловно, будет очень интересно посмотреть на финал, потому что Мейри Момунова, известная, опытная дзюдоистка, встретится с Асель Мусабековой. Наверное, многие уже уверены в том, что она победит в этой весовой категории. Ну, наверное, в этом, собственно, и заключается главная интрига. Победит или нет Мейри Момунова. Но она всегда на многих других турнирах производила хорошее впечатление своим мастерством. И, конечно, очень легко прошла на всю стадию этих соревнований. В первом раунде Мейри выиграла у Дюшибаевой. После второго раунда выиграла она у Асели Абетовой, которая сейчас встречается в утешительном поединке с Айджаном Калкановой. Ну и далее уже в финале Мейри Момунова прошла Диану Насырову. Ну, 30 секунд остается до конца этой встречи. И вот, наконец-то, Айджан Калканова заработала в Азаре. Похоже, она сумеет удержать победу за 14, уже 10 секунд до конца этого поединка. Ну что ж, наверное, уже
Самое время поздравлять Айджан Калканова с победой. Если ничего не случится в оставшиеся секунды. Нет, уже не успеет. Не успеет Асель Абетова спасти эту встречу. Поздравляем Айджан Калканову с этой победой в утешительном поединке. Ну и самое главное, мы будем ждать главного поединка в этой весовой категории. До 63 килограммов. Ну и традиционные поклоны участниц этого поединка. Помню, Калканова Айджан выиграла в утешительном матче, и она поборется за 3-е место. Похоже, ее соперница, будущая соперница, может стать Аджар Исаева. Аджар Исаева. Прямо сейчас выходит на татами. Еще один утешительный поединок Аджар Исаева против Айпири Боркошевой, который борется с соперницей в синем дзюдогу. Ну и, соответственно, Аджар Исаева в белом дзюдогу. Боркошева, как ее оппонентка, проиграла в 3-м раунде в этой весовой категории. Исаева Аджар уже заработала первое в Азаре. В этом поединке она пытается сейчас сделать исаикоми, удержание. Вот применяет болевой прием. Нет, удушающий. Тоже удушающий, но удастся ли довести дело до победы? Да, она повела. Аджар Исаева против Айпири Боркошевой. Вот немного осталось буквально. Да, сейчас делала на болевой прием и нет, не сумела. Устояла Айпири Боркошева. Ну и, соответственно, схватка продолжается. Правда, Айпири получила шидо пока за пассивность. Поэтому ей следует сейчас бороться уже поактивнее. Усилить свои старания. В Азаре, пока в Азаре у Аджар Исаева. Еще одна попытка, хорошая попытка бросить через плечо оппонентку. Предпринимает Аджар Исаева. Весовая категория до 63 килограммов. Кстати, в соседнем татами тоже борются девушки. Но, похоже, весовая категория до 48 килограммов. Ну вот, наконец-то, Аджар Исаева проводит еще один бросок на иппон. И за 1 минуту до конца этой схватки, за 2 минуты, точнее, до конца этой схватки одерживает победу. Чистую победу иппоном. Вот на ваших экранах Аджар Исаева. Очень уверенная победа, сильной дзюдоистки. Она в 3-м раунде встречалась с Асель Мусабековой и уступила. Асель встретится с Мумуновой уже в следующем ее матче. Ну что ж, давайте поздравим Исаеву выходом в следующую стадию. Поборется она с Айджан Калкановой.
Приглашаются на татами следующие участники. Уже встреча начинается. Первые минуты этого поединка Давут Талайбек Улу в белом дзюдогу и его соперник Байаман Санбай Улу в синем. Тоже очень интересная встреча. Весовая категория до 60 килограммов. Да, хороший бросок на иппон. Ну что ж, поздравляем Талайбек Улу, который сделал бросок на иппон. Великолепно. Уже на первых минутах этой встречи он одерживает победу. Ну и сам Байаман оказался, конечно же, в неприятной ситуации. Прежде всего, в некотором изумлении, в шоке находится. Не ожидал, что вот так быстро решит исход этого матча, этого поединка. Талайбек Улу. А вот этим броском на полную спину бросает соперника и одерживает победу. Соответственно, выходит дальше в следующую стадию. Ну и мы ждем другую пару полуфиналистов. Эркинбеков против Акылбек Улу. Сейчас встретится на татами. В предыдущем поединке Эркинбеков выиграл у Ногойбаева. Очень интересные схватки. Султан Эркинбеков. Вот, соответственно, его соперник Акылбек Улу Осман, который тоже выиграл четвертьфинальный матч у Белика Бараканова. Сейчас оба уже начинают встречу. Весовая категория 60 килограммов. Эркинбеков и Султан в белом дзюдо. Ну, Осман в синем. Вот пока первые действия оппонентов. Встреча только начинается, и, конечно, было бы любопытно, да, нам всем, чем все закончится. Но оппоненты в эти минуты изучают друг друга. Но я уверен в том, что эти соперники и раньше встречались. Но вот в Азаре заработал Осман, Акылбек Улу в синем дзюдогу. И таким образом он делает заявку на победу в этом поединке. Хороший бросок с хорошим, отличным зацепом. И дадут ли за это оценку? Посмотрим. Нет, похоже, нет. Увернулся Акылбек Улу. Технического действия оппонента. Вот сам тоже пытается провести бросок. Да, давайте уже поздравим Акылбека с победой. Осман Акылбек Улу выигрывает иппоном у Эркинбекова. И в следующей уже с финальной встрече он встретится с Талайбеком. Акылбек Улу Осман. Birinci tatamiga chaqirdilar. Apishov Bekbo jana Apishov Artur. Ikkinchi tatamiga chaqirdilar. Almanbek qizi Tatibuluk, Aralbayeva Adel. В этой же весовой категории готовятся выйти на татами братья Апышевы. Но если вы помните, в одной из встреч Апышев Бигбо получил травму в схватке с Талайбеком Улу. И, вероятно, эта встреча не состоится. Но было бы очень любопытно посмотреть на схватку двух братьев, Артура Апышева и Бигбо. Вот ждем оппонентов. Ну, уверен в том, что этот поединок не состоится. Если, правда, не восстановился, не успел восстановиться Бигбо Апышев. Но его травма была очень серьезной. И производила неприятные впечатления. Пришлось ему даже обратиться к врачам на этом турнире.
Оба выступили неуспешно в четвертьфинальных схватках. И Артур Апышев, и Бигбо Апышев. Да, обидно, что никто из братьев не сумел пробиться в следующую стадию. Ну а в финале поборется Акылбек Улу с Талайбеком Улу. Оба действительно очень серьезные соперники. Ну вот появляется на татами Артур Апышев. Из-за неявки Бигбо Апышева он одерживает техническую победу. Еще один утешительный поединок. Сейчас на татами выйдет Нагайбаев. И еще один неудачник предыдущей схватки в четвертьфинале Белек Бараканов. Ждем участников на татами. Бараканов против Нагайбаева. İkinci tatamiga chaqirdilar. Артур жана Алмазбек уулу Бакыр. Ну вот наконец-то появляются участники. Бараканов против Нагайбаева. После своих поражений они не выбыли из турнира и продолжают соревнования, но уже в утешительном поединке. Белек Бараканов, он в синем дзюдогу, и Мирхат Нагайбаев в белом. Вот сразу же в первой же минуте Бараканов зарабатывает иппон. Очень уверенная победа. Практически даже не дал опомниться своему оппоненту Белек Бараканов. Вот этим броском на иппон. Ну, очень красиво. На полную спину бросает соперника Бараканов. Чистая победа. Ну и в следующем поединке он поборется с Артуром Апышевым. Big Ten.
Jengishga yetdi T. Artur. Ikkinchi tatamiga chaqiriladi. Turdutoyev Ertur, Janat Rismanbetov Bektur. Tayyorlanadi. Altunbek Ulu Almas, Qamchibekov Arsel. Birinchi tatamiga chaqiriladi. Amanov Ishet, Janibek Ulu Ruslan. Tayyorlanadi. Turuzbekov Rustam, Masabirov Asad. Birinchi tatamiga chaqiriladi. Amanov Ishet, Janat Janibek Ulu Ruslan. Tayyorlanadi. Turuzbekov Rustam, Masabirov Asad. Birinchi tatamiga chaqiriladi. Janibek Ulu Ruslan. В весовой категории до 73 килограммов начинаются четвертьфинальные поединки. Сейчас Ишен Аманов выходит на татами. Поборется он с Русланом Джанибек Улу. Ишен Аманов в белом дзюдогу. Ну, в этом поединке он является фаворитом и один из лучших борцов нашей республики, действующий чемпион, член национальной сборной. И, наверное, многие уверены в победе Ишена Аманова. Посмотрим, чем все закончится. Ишен Аманов в белом дзюдогу, если вы заметили. Первая попытка броска. Нет, за это, конечно, в азаре не дадут. Также в соседнем татами проходит встреча с участием Рысмамбетова, я извиняюсь, Рысмамбетова с оппонентом в четвертьфинальном поединке. Но Артур Тё уже прошел в следующую стадию, в предыдущем поединке одержав победу, уверенную победу в схватке. Ну а вот Ишен Аманов пока что в процессе. Наверное, перед одержанием своей победы. Ну, посмотрим. Пока не будем торопиться, потому что даст бой наверняка Джанибек Улу. И в эти минуты никто еще не заработал оценку. Пока очень упорная, интересная схватка. Ишен Аманов в белом дзюдогу и Руслан Джанибек Улу в синем дзюдогу. Чуть больше 2 минут остается до конца основного времени этого матча. Напомню, Ишен Аманов представляет нашу национальную команду. Ну и его участие именно в этом поединке является закономерностью. Очень легко он прошел своих оппонентов в первых раундах. Выиграл в первом поединке Раима Улу Арбергена. И в следующем, уже во втором раунде, он одержал победу над Юнусом Хусейновым. Вот прямо сейчас встречается с Джанибеком Улу.
Ещен Аманов. Ну, до конца еще есть время. 2 минуты. Да, конечно, будет странно, если он не сумеет одержать победу в этой встрече, потому что его поражение может стать настоящей сенсацией. Здесь на турнире много топовых наших борцов, которые принимают участие. Артур Тё, Исмамбетов и Отар Бестаев. Все они являются одними из главных претендентов на победу в республиканском турнире. Ну и благодаря этому турниру будет набираться новые члены сборной Кыргызстана. Это отборочный турнир. И, конечно, многие борцы стараются изо всех сил попасть в финал, выиграть турнир. Ну и, соответственно, пробиться в национальную сборную. Минута 20 секунд до конца этого поединка. Весовая категория до 73 килограммов. Ещен Аманов. В белом дзюдогу пытался сделать бросок. Нет, пока не удается ему хоть что-то предпринять или сделать бросок на Вазаре. Хотя бы такой оценкой выиграть в этом поединке для него будет честью. Ну, сложно. Действительно очень сложно. Хорошо подготовился против него Джанабекулу Руслан. Но еще есть время закончить все в основное время матча. 56 секунд. Если не удастся выявить соперником победителя, им предстоит бороться уже дополнительное время в Golden Score. Он не имеет, кстати, ограничений во времени, поэтому соперники будут бороться до первого броска или до первой ошибки. Да, вот хороший момент. Да, очень хороший момент. Аманов, ну, почти сделал бросок на Вазаре. Вот в последний момент Джанабекулу сумел вернуться. Молодцом, хорошо держится Руслан против такого опытного и сильного оппонента. И оба снова стойки. Ну, надо что-то предпринять, понимает прекрасно Ещен Аманов. Вот уже последние секунды идут этого поединка. В основное время, похоже, решить исход встречи не получится. Начинается Golden Score. Да, раздергивают друг друга соперники. Но вот ведь в основное время не удалось выиграть Аманову. И он пытается это уже сделать в Golden Score. Как-то не получается пока что ему настоящему. Вести ступор своего оппонента. Это, да, будет тяжелая задача, похоже, для Ещена Аманова. Вот готов он к